Ну что, прошел очередной год, наступила весна, и мы едем на гусиную охоту. Охотиться будем в красивейшем месте Сосногорского района. Руководителем охоты будет у нас все так же несменный Николай Иванович. Это самый опытный из нас охотник. Я думаю, что его опыт не даст нам остаться без гуся, и мы обязательно что-нибудь добудем. Нам долго идти тогда? Да. Далеко. Знаете, кто один далеко. Мы найдем. Ага, да кого ты чё? Посмотри, у него ноги от шеи нахуй. Так, ну что, у нас все та же фазенда. С прошлого года особо ничего не поменялось. Небольшие изменения есть. Появился еще один сарай. И плюс собачья будка. В доме у нас появилось пластиковое окно. Улучшение. Ну и плюс перебрался потолок. Потому что кто-то его съел там вверху. Больше изменений особо нету. Все так же все замечательно. Все так же все замечательно и уютно. Уютно для проживания во время охоты. Ну вот эту коробку наука. Вообще малюшка. Ого, лом может дать. А лом зачем? Он подтает потом в окно.
Но как раз пушистой закрываться. О. Пару слов о шалаше. Шалаш сделан на 3 человек. Втроем комфортно помещаемся. Маскировочная сеть. Ну, понятное дело, елки. Внутри пол, доски деревянные. Ноги не мерзнут, сидишь. Сухо, тепло. Ну, есть небольшая крыша, если уж сильный дождь пойдет. Но, как правило, от дождя это, конечно, не спасает. Стены дарнитом утеплены, чтобы ветер не дул, не продувал. В общем, такой шалаш дает комфортные условия для охоты. Ну, как-то так. Все готово. Первый гусь. Первый в этом сезоне. Кто это? Бумяш. Бумяш чем стрелял? Чем стрелял? Троечка. Троечка. Бесконтейнерная. Без контейнера. Ну, красавец. Оба. Отлично. Только что согнали ястреба или сапсана. Не знаю, как он правильно называется. Был у нас гусь подранок. Пока шли за ним, сапсан начал его трепать. Была борьба между гусем и сапсаном. Ну вот перья видно, как он его дербанил. Но, в общем, прогнали мы этого ястреба. И очередной гусь в нашей копилке. Вот такой красавец. Давай. На, пойди. Опять я, блядь. Молодец, Мала. Далеко уже, блядь. Не знаю, что. Бумяш это, блядь. Вот бумяш. Брюхо серое. Да. Круг желтый. Вот это бумяш. Ну, он и побольше, да? А это крупнее. Он крупнее белолобика. А где белолобик-то у нас? Этот осторожнее, меньше разговорчив. Вот когда вот только открытие охоты. А, вот. Это полосатик. О, матросик. Хопа. Видишь, какое брюхо у него? Полосатая. С полосками. И видишь, на носу белолобый его зовут. О, Ага. белое пятно. Ну. И клюв у него, видишь, светлый. Вот разница. А, ну клюв разный. Но этот еще разговорчивый, белолобый, его проще нахуй его заманить. Да, этот контактный, а этот вообще, Молчун больше. как бы тебе сказать, засранец. Ясно. А что ты не посмотрели? Кольца есть, нет? Да ну! Ну все, я понял разницу. Если хоть однажды побываешь ты на слиянии речек Ижмы и Ухты, это не Боржоми и не Пятигорск,
Место это в Коми, город Сосногорск. Нет здесь гор высоких, это не Кавказ. Но сюда приехать стоит и не раз. И глухарь на флаге подмигнет тебе. Он хранитель тайны вековой тайги. Приезжайте в Коми, в гости к нам скорей. Вы у нас найдете преданных друзей. Пошлости не встретишь, злости и вранья. Мы живем едино, как одна семья. Вот так вот. Завершение рабочего дня, блядь. Пора спать. Да, в люльку. Че, второй день охоты. Добрались до шалаша опять. Первый день был более-менее удачно. Сейчас переставляем чучела как надо. И будем начинать охотиться. Николай Иванович, почему 43... Ой, почему этим бесконтейнерным стрелять надо? Просто лучше. У бесконтейнера? Да. И Подъедает-то близко. Валяли. Этот еще живой. Гумиши, слушай. Они белолобы и гумиши все вместе летели. Ой. Ну нормальный налет. С одного налета сколько получается? 5. С одного налета. Еще одного и домой. Норма. И домой. И норма. Только пришли, а уже до нормы остался один. Один, смотри.